Быть патриотом России просто необходимо. А если ты еще и ловкий, и сильный, и смелый, то титул победителя и блестящий кубок намного ближе, чем ты думаешь. В Демском районе Уфы проходит турнир по тэквондо. Соревнования посвящены Дню военного разведчика России. Бои идут параллельно сразу на нескольких площадках. Расскажи про соревнования. На эти соревнования я пришел, хочу очень победить и пройти на республику. Я еще не спарринговался, но надеюсь, буду и пройду их, ведь я очень хочу пойти на республику. В разделе поединки «100 балл» и «Формальный комплекс» соревновались более 100 спортсменов, представители Демского, Советского и Ленинского районов Уфы, а также спортсмены из Чешмов. Возраст участников от 6 до 16 лет. Кстати, в качестве судей ребята моего возраста. Арсений, как тебе работается в качестве судьи? Прекрасно. Сейчас я прохожу практику судейства. Я занимаюсь тэквондо с 5 лет. Сейчас идет уже 10-й год. Что нужно, чтобы работать судьей? Для того, чтобы работать судьей, нужно знать все правила тэквондо, обладать хорошей внимательностью. Например, нужно всегда следить, вышел спортсмен за линию или нет. Ребята стараются на пределе своих возможностей, и это неудивительно, ведь по результатам соревнований сформируется сборная команда. Победители и призеры этого турнира примут участие в предстоящем Кубке Республики Башкортостан по тэквондо, который состоится уже в декабре. Ребят, я вижу у вас поясы разного уровня, расскажите про них. У меня пояс называется «Зеленая полоска». Зеленая полоска обозначает уважение и вежливость. Допустим, ты пришел, например, в кино, и, например, ты заказал себе попкорн, а тебе заказали не то, и ты должен с уважением попросить что-то другое, а не со злостью. Чему еще учат тэквондо? Чтобы защищать своих родных, чтобы защищать самого себя и друзей, близких. Спортивная школа Олимпийского резерва номер 7 заполнена чемпионами, разыграли несколько десятков медалей и заполучили грамоты. Поздравляем всех победителей и желаем дальнейших спортивных успехов, тем более, что ближайшие соревнования не за горами. Такие мероприятия проводятся не просто так, они посвящены военным разведчикам России. Да, с такими ребятами и в разведку идти не страшно. Ванесса Лобко, Татьяна Никитина, специально для Горы новостей.